Детская музыкальная школа уже несколько десятков лет радует жителей города развитием внутренней духовной культуры. Давайте узнаем, как все начиналось. История детской музыкальной школы начинается еще со второй половины XX века. Она была открыта 20 сентября 1952 года. Первым директором был Виктор Ефимович Градобоев. Первоначально педагогический коллектив состоял из 3 человек, а учеников было всего лишь 20. С 1963 года директором школы был Иван Григорьевич Каторгин. В этой должности он проработал 44 года. Мечтой Ивана Каторгина было создание оркестра народных инструментов, и он ее воплотил. Оркестр был создан в 1994 году, и Иван Григорьевич был его дирижером. В 2009 году коллективу было присвоено звание народного. Также он является автором музыки гимна города Салавата. Этот человек сделал огромный вклад в будущее музыкальной школы. А сейчас в школе 5 отделений: духовое, струнно-смычковое, отделение народных инструментов, фортепианное, теоретическое. В настоящее время школу возглавляют бывшие выпускницы, а ныне директор Хафизова Дили Карамовна и зауч Наскольга Владимировна. Педагогический штат составляет 50 преподавателей и концертмейстеров. Многие из них являются заслуженными работниками культуры Республики Башкортостан. Одна из наших бывших преподавательниц, Галина Сергеевна Щерба, настояла на сохранении памяти и сборе достижений юных музыкантов и учителей. Так появился музей детской музыкальной школы. В музее хранятся дипломы и кубки, привезенные нашими учениками и преподавателями с разных городов и стран мира. Сейчас музеем руководит Тагирова Таслима Минигалеевна. Также в этом музее есть книга почетных посетителей. Но главной гордостью школы являются наши ученики. Здесь обучаются более 470 детей. Они участвуют в конкурсах различного уровня, где достойно представляют наш город, республику и национальную культуру. Также при поддержке Президентского фонда культурных инициатив детская музыкальная школа осуществила постановку спектакля «Песни Иволги» в рамках реализации гранта главы Республики Башкортостан на государственную поддержку деятелей культуры и искусства. Надеюсь, в будущем у этой школы будет еще больше поводов для гордости. Елена Лунева, Роксолана Габасова специально для проекта «Культ! Ура!».